Скажите, а что такое для вас жертвенность и нужны ли Богу жертвы? Про Бога я, честно говоря, не верующий, не знаю. А черт его знает. Это я не понимаю. Я не буду на эту тему разговаривать, я неверующая. Нет, он жертвы не требует, Бог. Жертвовать? Ну, в первую очередь, жертву ради семьи, ради ребенка. А как вы думаете, если бы Бог хотел жертвы, то какой жертвы бы Он хотел от людей? Хотел бы, чтобы люди не воевали, только и всего. Жертва? Ё-моё. Блин, это, наверное, даже не знаю. Жертва – это когда до сих пор не развелся. А надо, вот это жертва. Что такое жертва, что такое жертва? Не знаю. А хочет ли Бог жертвы? Тоже не в курсе дела. Вы думаете, Бог хочет жертвы? Я думаю, что нет. Каждый из нас сильная личность, и, ну, как говорится, да, в священных писаниях, что он создавал нас по своему подобию, то есть быть сильными, личностными. То есть он видит в нас своих детей, и поэтому мы должны быть сильные, как он, в принципе. Жизнь в нашем обществе и 70 лет атеизма изгладили из сердец многих понятие о жертве. Для современного человека она ассоциируется с чем-то древним, недалеким, неразумным, с пережитком прошлого. И все же миллионы последователей различных религий придают огромное значение принесению жертвы. Обожествляют буквально все силы природы, деревья, животных. На протяжении веков люди приносили жертвы из страха перед неведомыми силами, иногда слепо подчиняясь необъяснимым традициям, доходя до безумия в желании расположить к себе богов. Они приносили в жертву не только животных, но и людей, часто заканчивая все это сексуальными оргиями и ритуалами. Читая Священное Писание, мы видим, что люди с древних времен приносили в жертву Создателю животных. Но они делали это не слепо и не из страха, следуя только своим традициям. Главное для них – это вера и близкие отношения с Всевышним. Жертвоприношение – это знак нашего послушания и благодарности, а также просьба о прощении за соделанные грехи и желание быть ближе к Всевышнему. Так в книге Бытие 22 главе описывается история пророка Ибрахима, как Всевышний попросил принести в жертву единственного сына. Читая эту историю в первый раз, мы можем ужаснуться. Как такое может быть? Неужели Всевышнему нужны человеческие жертвы? Вот пророк Ибрахим возложил на жертвенник сына. Вот уже нож занесен. И вдруг в этот самый момент он слышит повелевающий голос ангела. «Ибрахим, не трогай своего сына». В этот же момент он видит запутавшегося в кустах маленького барашка, которого и приносит в жертву вместо своего сына. Сын мой, сын мой, сын мой, сын мой. В этот момент раскрывается истинный смысл жертвы. Жертвы, требующие не крови, а послушания. То, что казалось нам вначале прихотью кровожадного Бога, внезапно становится благословением. И благословением не только для Ибрахима. Через его избранного потомка Бог обещает благословить все народы. В честь этого чудесного избавления мусульмане всего мира раз в году отмечают великий праздник Курбан-Байрам. В дни праздника они с торжеством приносят в жертву ягнят и делят жертвенное мясо между бедными людьми
и соседями. Они благодарят Всевышнего за то, что сын Ибрахима Исаак остался жив, и вместо него был принесен в жертву ягненок. Невероятное продолжение этой истории мы находим в книге Инжил, которая касается уже не только пророка Ибрахима, но и каждого человека, живущего на земле. Пройдут сотни лет, и обещанный потомок Ибрахима придет на эту землю. Услышь меня, Отец. Пророк Яхья, когда увидит его, то воскликнет: «Вот жертвенный ягненок Всевышнего, который заберет грех мира на себя». Но несмотря на то, что люди по-разному относятся к этому жертвенному ягненку, мы верим, что он тот, кто взял на себя нашу немощь и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Всевышним. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Всевышний возложил на него грехи всех нас.